Здравствуйте, дорогие первоклассники! Вновь мы начинаем урок русского языка. Начинается урок, он пойдет ребятам впрок. Постарайтесь все понять, учитесь тайны открывать, ответы полные давать. Или собак. Тема сегодняшнего урока в пенале. Сегодня мы с вами вспомним алфавит. Повторим, на какие две большие группы делятся все буквы и чем они отличаются друг от друга. Вспомним, как называются разные школьные принадлежности. Познакомимся с рассказом в пенале. На доске написаны буквы Л, Ф, А, Т, В, А, И. На какие две группы можно разделить буквы? Гласные, согласные. Назовите гласные. А, И. Назовите согласные. Л, Ф, Т, В. Ребята, догадайтесь, какое слово можно составить из этих букв? Надеюсь, у вас получилось слово алфавит. Что вы видите перед собой? Верно, это алфавит. Ребята, вы уже знаете все буквы алфавита. Вы знаете, как они пишутся, как произносятся, какие звуки они обозначают. Давайте вспомним, чем отличаются буквы от звуков. Звуки мы слышим и произносим. Буквы мы видим, читаем и пишем. А давайте в начале урока повторим буквы. На какие две группы можно разделить буквы? Правильно, гласные и согласные. Гласные в алфавите выделены красным цветом, а согласные синим цветом. Сколько всего букв в русском языке? 33. Сколько гласных букв? 10. А сколько согласных? 21. Сколько букв не обозначают звука? 2. Назовите эти буквы. Твердый знак и мягкий знак. Гласный звук состоит только из голоса. Слово гласный от слова голос, глаз. При произнесении гласного звука воздух свободно идет через рот. Нет препятствий разных. Голос участвует, голос зовет, звук получается гласный. Гласные звуки можно пропеть или протянуть до бесконечности. Повторите за мной. А, О, И. Назовите гласные буквы. Сколько их? 10. Это А, О, У, И, Э, Е, Ё, Ю, Я. А гласных звуков в русском языке 6. Это А, О, У, И, Э. Гласные в слове образуют слог. Сколько в слове гласных, столько и слогов. А теперь давайте разделим слова. Дом, белка, малины на слоги. В слове дом один слог.
дом. А в слове белка два слога. Белка. И в слове малина три слога. Малина. Так как в слове малина три гласных звука. Ребята, давайте понаблюдаем, как произносятся согласные звуки. Произнесите звук «б». Вы заметили, что губы закрываются и мешают воздуху свободно проходить. Произнесите звук «с». Вы чувствуете, что язык дотрагивается до зубов. На экране вы видите несколько картинок. А какое слово начинается со звука «с»? Правильно, слово «сумка» начинается со звука «с». А какое слово начинается со звука «п»? Верно, со звука «п» начинается слово «парта». А какое слово начинается со звука «к»? Со звука «к» начинается слово «книга». А какое слово заканчивается звуком «к»? Это слово «ученик». А среди этих слов в каком слове мало гласных звуков? Правильно, в слове «книга», «альбом», «ручка» по два гласных. Значит, в этих словах по два слога. А в словах «пластилин» и «замазка» по три гласных. В этих словах по три слога. Ребята, среди этих картинок найдите слово или слова, которые начинаются со звука «п». Слова «парта» и «пластилин» начинаются со звука «п», а слово «тетрадь» со звука «т», а дневник со звука «д», и слово «альбом» со звука «а». Ребята, давайте вы отгадаете загадку. На коробку я похож, ручки ты в меня кладешь. Школьник, ты меня узнал? Ну, конечно, я пенал. Палочка волшебная есть у меня, друзья. Палочкой этой могу построить я башню, дом и самолет, и огромный пароход. Ребята, это что? Верно, это карандаш. У карандаша простого есть помощница одна. Если сделает ошибку, вмиг сотрет ее она. Это что? Правильно, это резинка или ластик. Повторите эти слова. Пенал, ручка, резинка, карандаш. Ребята, что общего в этих словах? Правильно, это школьные принадлежности. Ребята, сейчас мы с вами прочитаем текст в пенале. В тексте вы встретите новые слова, которые могут быть для вас трудными. Давайте узнаем их значение. Заспорили, то есть начали спорить. Вы видите на картинке, как спорят две девочки-подружки. Повторите, заспорили. Сказала, то есть говорила, рассказывала. Повторите, сказала. Вы видите, как девочка сказала однокласснику «привет». Закричал, это разговаривал очень громко. Кричать – это нехорошо. Давайте будем стараться разговаривать вежливо друг с другом. Повторите, закричал. Ребята, вы видите на картинке, что Тимур что-то говорит. А Диана что делает? А Диана слушает.
Ребята, а кого нужно слушать? Слушать нужно родителей и учителей. И вообще, когда разговариваете, нужно внимательно слушать того человека, который говорит. Повторите это слово «слушать». Ребята, внимательно посмотрите на следующие примеры. Какой пример решен правильно? Да, второй. 2 плюс 2 равно 4. Это правильное решение. А в первом примере есть ошибка. 2 плюс 2 не может быть 5. Ошибка – это когда мы делаем что-то неправильно. Повторите это слово «ошибка». Не ошибаюсь, то есть не делаю ошибки, все выполняю правильно. Повторите, не ошибаюсь. Стирала ошибки. В тексте вы встретите слово «стирала ошибки». Я думаю, вы понимаете, что это значит. Когда мы карандашом что-то написали неправильно, то резинкой мы стираем ошибки. Ребята, повторите эти слова. Заспорили, сказала, закричал, слушать, ошибка, не ошибаюсь, стирала ошибки. Ребята, вы познакомились с новыми словами. Так давайте послушаем текст про пенал. В пенале заспорили ручка и карандаш. Я отлично пишу, сказала ручка. А я, закричал карандаш, никогда не ошибаюсь. Резинке стыдно было их слушать, ведь она стирала их ошибки. Ребята, текст вы послушали, а теперь ответьте на вопросы к тексту. Как называется рассказ? Правильно, рассказ называется «В пенале». Кто с кем заспорил? Заспорили ручка и карандаш. Кто сказал «я отлично пишу»? Я отлично пишу, сказала ручка. А кто закричал, что никогда не ошибается? А я, закричал карандаш, никогда не ошибаюсь. Ребята, а кому было стыдно? Резинке было стыдно. А почему резинке было стыдно слушать? Резинке стыдно было их слушать, ведь она стирала их ошибки. Ребята, в следующем задании вместо картинок поставьте слова. В пенале заспорили ручка и карандаш. Я отлично пишу, сказала. И что вы здесь видите? Ручку. А я, закричал. И что здесь вы видите? Карандаш. Никогда не ошибаюсь. А теперь что вы видите? Резинку. Резинке стыдно было их слушать, ведь она стирала их ошибки. Ребята, давайте поиграем в игру «Четвертый лишний». На экране вы видите карандаш, резинку, замазку и ручку. Какой предмет может быть лишним и почему? Я думаю, вы догадались, что лишний предмет – это замазка, так как в рассказе «В пенале» не было замазки. А теперь вы видите дневник, шоколад, альбом для рисования и линейку. А здесь какой предмет может быть лишним? Надеюсь, вы отвечаете, что лишний предмет – это шоколад,
так как все остальные предметы – это школьные принадлежности, и только шоколад – это сладость. Ребята, обратите внимание на следующие предметы. Они вам нравятся? Мне кажется, они вам тоже не нравятся. В каком они состоянии? Да, вы правильно ответили. Они в грязном и неопрятном состоянии. Дорогие ребята, свои вещи всегда нужно использовать бережно, держать их в чистоте и порядке. Или собак. На этом наш урок подошел к концу. Так давайте вспомним, о чем мы говорили на уроке. Сегодня мы с вами вспомнили алфавит. Повторили, на какие две большие группы делятся все буквы и чем они отличаются друг от друга. Вспомнили, как называются разные школьные принадлежности. Познакомились с рассказом в пенале. До свидания, до новых встреч!